Так, пока вроде работает. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Аят Машвой. А, с- Сегодня у нас стрим должен был быть на чеченском языке, но так как мы в субботу не провели и хотели обсудить эту важную тему, важную дату, День Победы Чеченской Республики Ичкерия, сегодня стрим будет на русском языке. Сегодня 11 августа 2026 года, 19 часов 9 минут по Брюсселю, соответственно, 2 часов 9 минут по городу Джахару. У нас 246-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами снова Аят Гедигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И, как обычно, напоминаю всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны, не пишите комментарии, которые как-то могут вас идентифицировать, и, соответственно, не распространяйте ссылку на наш стрим, для вас это небезопасно. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы, и, как я уже сказал, сегодняшний наш стрим посвящен 30-летию Победы Чеченской Республики Ичкерия в войне над Россией. Победа Ичкерии над Россией 30 лет спустя, 246-й стрим. И, как обычно, я слово передаю Аяду. Аяд, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто будет нас слушать. Да, это знаменательная дата, и о ней поговорить, конечно, надо. Это было 6 сентября 1996 года. Августа, да, правильно. И вокруг этой даты, вокруг этого события очень много происходит разных толкований, особенно России. Там пропаганда или пророссийские разного агента влияния, даже из числа чеченцев, которые там служили и служат России, всегда это преподносит под каким-то таким углом, как будто это была, значит, уступка со стороны России, что это было, значит, неожиданно и все такое. А на самом деле, как это было, надо сказать, что 6 марта 1996 года президент Жагар Дудаев, да, он еще был, он в апреле только погиб. Он, значит, первый шаг сделал в этом направлении, подготовил к этому, значит, все мероприятие со своим всем окружением и воинами. И 6 марта 1996 года наши воины вошли в город Грозный и практически блокировали всю эту столицу, забрали оттуда сколько можно разного, значит, трофея и снова вышли оттуда. Так вот первый президент Жагар Дудаев говорил: вот я покажу вам, как надо брать города. Таким образом, после этого 21 апреля 1996 года погиб от ракеты, запущенной Россией, первый президент Чеченской Республики. Но опыт, который был тогда придан, и тот, значит, на цель, которая была тогда, она уже в следующий раз, уже 6 августа 1996 года, значит, тоже, значит, была реализована. Когда в Грозный вошли со всех сторон, со всех 4 сторон снова наши воины и захватили практически Грозный. И все вот эти вот блокпосты и другие вот моменты, которые были предназначены для значит, оккупации и контроля над чеченским населением, это было все снесено. И к тому же вот многие всегда говорят там, вот вошло в Грозно там 850 воинов. Да, по числу тех, которые можно считать, некоторые данные есть, но насколько мне известно, а я тогда был первый заместитель Госкомитета обороны,
вошли действительно около 850 тысяч человек. Но другое дело, что этот вход поддержали все остальные наши люди, воины, так называемые, значит, отдельные бригады, которые находились еще в самом Грозном. То есть они сразу после того, как вошли, сразу они увеличились несколько раз, эти наши войны, стали, значит, в один круг и захватили эти города и другие города. Практически российская армия была поставлена, значит, в условии, когда ее уже можно было уничтожать. Они уже отпускали наших людей, которые они взяли в ходе в плен, просили, чтобы их не расстреливали. Были случаи, когда, я помню, когда стоял вопрос, что нужно их всех, они же попрятались, сидели там, их можно было забомбить, можно было и, как говорится, запустить им туда бензин, керосин и поджечь всех. Но вопрос стоял, обсуждался на высшем уровне, что делать с этим. И было принято решение, что сделать, допустим, убить или их сжечь их, это не самая главная наша цель. Наша главная цель – это изгнать противника нашей территории. И затем установить дружеские отношения с другими странами, и чтобы была вот эта цель достиг признания нашего государства со стороны и России, то и тогда, которая говорила, что Чеченская республика есть часть России. На самом-то деле это не могло быть по своей, как говорится, идее и по своей природе, потому что Чеченская республика вышла из состава СССР, как и РСФСР, как и другие союзные республики вышли из состава СССР. Поэтому здесь у нас есть полная раскладка, все, каждый, как говорится, шаг, который был предпринят, и документы по этому вопросу есть. Чеченская республика была частью, значит, российской, то есть Российской Федерации России в начале. Она была оккупирована в 18 году, в 22 году они были, значит, введены в состав РСФСР. А затем уже в 90-м году они были уже преобразованы, в апреле месяце были преобразованы в союзные республики. Все автономные республики, кстати сказать. Чеченская республика воспользовалась этим моментом тогда, чеченская, но мы на своем референдуме в ноябре 90-го года приняли решение о создании нашего государства и создали исполком. Действующая власть на тот момент, советская власть, тоже приняла свою декларацию, в котором было сказано, что Чеченская республика – это есть суверенное государство со всеми теми атрибутами, которые есть у других государств мира, и что она будет иметь отношение со всем. То есть и народный съезд, так, всемирный, так скажем, и действующая власть приняли одно и то же, значит, решение. Это решение, значит, не признавала Российская Федерация Россия, которая фактически развалила Советский Союз, лидер их Ельцин от самого начала вот эту политику вел против Горбачева, который там создавал новый формат российской советской империи. То есть он это под лозунгом демократия, гласность и перестройка. Вот эти делал. Против этого выступил Ельцин. Даже в своей декларации, которую они приняли по РСФСР, они выставили решение о том, что законодательство Российской Федерации России выше, чем союзное. То есть они самостоятельно практически подвели основу под развал СССР тогда именно. Ну и с ними они на Беловежской пуще подписывали там разные, значит, соглашения. И Горбачева арестовали они тогда, значит, в Форосе, когда он находился там, они его блокировали. В конечном итоге столкнули Горбачева со своей власти, и потом фактически развалили. 25 декабря они объявили о развале Советского Союза и о новых независимых государствах. В связи с этим, тем, что все эти республики, которые были в Советском Союзе, и автономные, и союзные республики,
они фактически имели право на создание своего государства с точки зрения международного права. Потому что по международному праву признание, значит, или создание нового государства есть право народного самоопределения, принцип, но этот принцип, он ограничен тем, что в международном праве там отдельно сказано, что право народа на самоопределение это не есть односторонний акт. То есть, если народ даже решил односторонне отделиться, ему не позволено, ему должно на это дать разрешение власть в части территории, которая находится в составе СССР, допустим, любой страны. СССР сам, который должен был дать это право выйти из СССР, как он это дал этим балтийским 3 республикам, Литва, Латвия, Эстония, остальным республикам не давал никому разрешения на выход из состава СССР. И когда СССР сам исчез, с этого момента исчезло все его законодательство. То есть это говорит о том, что с этого момента все эти республики имели право на создание своего государства. Я сейчас говорю только о части вопроса, связанных с РСФСР, которая тоже вышла из состава СССР, как и другие бывшие все союзные республики и автономные республики. В части РСФСР ввела такую, значит, линию, которая она не позволяла, делала все для того, чтобы все уже эти республики, которые вышли из СССР и автономные, и союзные, они являлись государствами в составе этой империи. Они так были обозначены со своими конституциями, со своей территорией, но со всем, что имеет право, значит, и должно иметь суверенное государство. И если исчезла эта сама система, и власть исчезла, то они могли решать этот вопрос о том, чтобы создать уже действительно настоящую, без, скажем, верхней власти СССР, создать свое государство. И они тогда в РСФСР и в других всех союзных республиках, где были эти автономные республики, они сговорились на том, что автономные республики должны быть в составе. Это было неправильно ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения, скажем, логики. Так, и дело в том, что как они это сделали? Они не позволили этим, значит, республикам автономным провести референдум. В международном праве сказано, что право народного самоопределения, это значит, если тебе позволяет, ты можешь создать свое государство, ты можешь, значит, войти в состав другого государства, ты можешь, значит, где-то создать конфедеративное государство другим государством. Вот эти 3 момента. И в этом моменте эти республики должны были провести, скажем, выборы своей власти в новых условиях, в новом статусе. Провести выборы в новом статусе своей республики не было позволено, в части, я говорю, РСФСР, не то, что не было позволено, практически во всем мешала власть РСФСР, Ельцина и его окружения. А Чеченской республике ей это удалось сделать. Мы еще, будучи в СССР и в составе РСФСР, когда подняли статус всех автономных республик в апреле 90-го года до уровня союзной республики, чеченский народ провел, значит, референдум, провел выборы и избрал в новом статусе, в условиях нового статуса, как союзная республика провел и избрал власть. Президента, парламент, орган местного самоуправления, герб, гимн, все, что положено для... И потом Чеченская республика, будучи даже в составе СССР, действовала как отдельное государство. То есть она фактически выполняла роль суверенного государства, хотя выйти из состава СССР мы тоже не могли без разрешения, скажем, власти. Власть эта исчезла, и Чеченская республика, одна из первых, оказалась, значит, в международном правовом поле, и 12 марта 1992 года Чеченская республика приняла свою конституцию суверенного и независимого демократического государства. Такое было, значит, событие тогда. В отношении других республик, которые были в составе
РСФСР тогда, потом стали как бы союзными. Эти республики, которые стали союзными, они не изменили свой статус. То есть они не изменили, они избрали власть для, как бы, для нового государства. И когда СССР исчез, для того, чтобы эти республики признать, необходимо было, чтобы эти республики имели статус государства, они должны принять. А так она получалась как придаток какой-то части какого-то государства. Этому процессу именно мешала Российская Федерация России, которая вышла из Советского Союза и препятствовала всем республикам, начиная с северокавказских республик, по Волжье, всем она очень препятствовала. И препятствовала она еще и тем, что во главе этих республик все еще сидели те же самые коммунистические руководители. Они вместе с Ельциным подписали уже 31 марта 1991 года, эти коммунисты подписали федеративный договор и объявили о создании Российской Федерации России. А вот Чеченская республика... Извините, кто-то звонит? Извините. Вот Чеченская республика, как я сказал, завершила все эти процессы, и до создания еще самой этой Российской Федерации России 31 марта 1992 года, до создания, мы уже окончательно приняли Конституцию своего суверенного государства в международном правовом поле. Российская Федерация России подписала договор о создании своего государства, Российской Федерации России, только 31 марта 1992 года. То есть фактически мы не входили и не подписывали этот федеративный договор. Я к чему это рассказываю, чтобы было ясно, что Чеченская республика была суверенное государство, против которой власть этой России демонстрировала свою сущность как новую империю, как осколку империи. То есть она захватила все эти территории, которые я сказал выше, а затем эти территории, они считали как бы свою частью, и также они считали, что это часть и наша республика, которая фактически вышла из Советского Союза, как и другие, и как сама РСФСР. Так что вот такая ситуация складывалась, и что больше здесь можно сказать, вот эта война, которую развязала Россия против нас с 1994 года по 1996 годы, и, которая была ими проиграна уже 6 августа 1996 года, говорила о том, что Чеченская республика, уже она была Чеченская республика Ичкерия в тот момент, мы ее переименовали после того, как Россия незаконно, когда она принимала свою конституцию в декабре 1994 года, вписала в нашу республику в состав России и вписала ее как часть России. И тогда мы вынуждены были переименовать нашу республику и добавили к названию Чеченская республика Ичкерия. То есть вот такая ситуация была. И вот эта ситуация, в котором я говорю, когда они начали, это была 4-я агрессия против Чеченской республики Ичкерия. До этого были не полномасштабные, но тоже были, до этого 3 агрессии были против Чеченской. В 4-й эти 3 агрессии чеченский народ выдворял их войска. И вот эта 4-я агрессия тоже победил эту российскую армию. Вот как складывалась ситуация в тот период. И дальше, после того, как, было вот это состояние, в Чеченскую республику был направлен секретарь Совета Безопасности генерал Лебедь, который уже 31 марта они подписали соглашение. И все теперь говорят, все это вот так или так, иначе разговоры ведут. Но дело в том, что это соглашение, которое было подписано, русские всегда пытались обмануть чеченцев на политических, переговорных процессах. Им как-то удалось все же
что наши люди, которые были там, в Хасавюрте, подписали, и там они вписали решение о том, что значит, этот договор, Хасавюртское соглашение, есть отложенный статус на 5 лет, то есть с 96 по 2001. Многие на это ссылаются, особенно русские и другие ссылаются. На самом деле надо сказать о том, что на этих переговорах, которые прошли в Хасавюрте, на этих переговорах руководство были, значит, военные. То есть был прислан из России Лебедь, который не был в конституционной форме, тогда Совет Безопасности не входил в состав, как говорится, государственной власти. Это был просто односторонне созданный орган президентом России. И у нас начальник штаба Масхадов тоже не имел таких полномочий. Они подписали такое соглашение, и там были вот, конечно, ошибки значит, в этом отношении. Никакое не имело это отношение к тому, чтобы сказать, что наша страна уже как бы, значит, тем самым было бы как бы заявлено, это российская вот эта пропаганда и недосмотр наших людей, но в любом случае речь там шла только об одном, должна была быть только об одном, о выводе российских войск, потому что они просили, давайте мы выведем войска, а потом будем делать все мирно и так. То есть вот такие вот процессы произошли, а об этом Хасавюртское соглашение специально есть, у меня есть специальное, значит, объяснение, я там рассказываю об этом, кто желает, может посмотреть Хасавюртское соглашение, мнение Ахьяда Идигова. То есть и с другой стороны, в нашей Конституции сказано, что любые решения, приняты любой частью власти или переговоры, все это не имеют юридической силы, если они противоречат нашей государственности. Это прямо записано. Поэтому, если даже это было бы законно, скажем, если бы это были бы даже полномочные люди, они не имели права это подписывать, и это не было подтверждено ни парламентом Чеченской Республики тогда, ни Думы Российской Федерации. Вот что я могу сказать об этих переговорах. И скажу, что российские войска были выдворены, и после этого, значит, 2 с лишним года, можно сказать, мы уже находились в блокаде снова России, хотя провели выборы очередные, и все равно Россия, российская власть, как имперская, она планировала, значит, захват нашей территории, и это была экспансия, начало той масштабной экспансии, которую начали с Чеченской Республики Ичкерия, и чтобы довести ее до того, чтобы захватить и все территории, не только Чеченской Республики, так, но и все территории, среднеазиатские, закавказские, Беларусь, Украина, и это мы с вами сегодня видим. Вот в чем состояла вот эта вот война, вот в чем была суть вот этого, скажем, победы чеченского народа тогда, в 96 году. И вся проблема была в том, что остальной мир практически верил всему остальным российским вот этим всем этим, значит, кривотолкам, пропаганде и поддерживал именно Россию, остальной мир. Фактически и Запад, и Восток, и все, и даже те республики, которые стали союзными, мы когда обращались с ним, они не делал никаких шагов в отношении признания нашего государства, кроме Грузии, которая признала нашу республику тогда 13 марта 1991 года. Вот что происходило. Если мы будем сейчас говорить об этом, если будут вопросы, давайте на вопросы ответы, я буду отвечать. Аслан? Я хотел бы уточнить момент, вы упомянули об этом, но более хотел бы, чтобы вы подробно ответили. Уже давно гуляет такая информация, что 855 человек зашли в город Грозный, и все блокировали, и все потом сдались. И вы сказали, что, и раньше вы об этом говорили, что на самом деле были еще и группы, и там отдельные какие-то независимые группировки, и весь народ, и так далее. Так сколько реально было... Трудно поверить, что 855 человек могли так вот захватить и удерживать
столько, огромное количество российских военных находилось тогда там. Но я Вы скажу о можете сказать? том, что это были, так сказать, такие ударные силы, куда потом стекались все те, значит, другие войны, которые были в окружении Грозного, которые жили кругом. Они постоянно действовали, и они все это знали, и они здесь, когда говорят об этой сумме, то есть об этом числе 850, так, они говорят то, что там у них было записано, а на самом деле к этому подключились все наши люди. И молодой, и старый, и те, которые имели оружие, а многие тогда имели оружие, и все подтянулись и как раз добавились к тем, значит, силам, которые вошли. А те планировали, и, насколько я знаю, они стали увеличиваться, их число было, конечно, не 850, раза 2, 3, 4 больше. Ну, я могу сказать, где-то до 10-15 тысяч. Вот так. Ого. Да, потому Вы что... имеете в виду только в Грозном? Или, Да, или в я имею в Шалигу, виду в Дербесе Грозном, тоже а потом вместе? же они и другие же места тоже все было, значит, захвачено, все было Да, забрато у них, они блокировано. сидели и не знали, что делать, блокировали. Сейчас это точные цифры привести нельзя, но я знаю точно, что после окончания этой войны, значит, выдавались справки, ну как их называют, об участниках войны, их было 200 тысяч. 200 тысяч. Да. Вот 200 так что, тысяч. вот такая ситуация. Весь народ Поэтому, фактически получает. а? Да, да, это Все было так, мужское население. это получается какая-то группа только вошла и это сделала. Они в этом отношении, вот такая ситуация была. Аслан. Мгм. Баркалай, Дересуль. И можно вот спросить, по поводу вот переговоров, тоже очень интересный момент, потому что Россия постоянно ссылается на хасавюртовские переговоры. Вы рассказывали, что сам процесс переговоров был разбит на несколько частей, на несколько блоков, так называемых, там, военных, социальных, там, и так Ты далее. говоришь, сейчас я понял, ты говоришь о переговорах 95-го года, а это 96-го хасавюртовские были переговоры. То есть, если на Ага. ту тему перейти, отдельно можем поговорить по той теме. А сейчас мы говорим Мгм. о хасавюртовских переговорах. Туда я могу рассказать и то, но согласно того, по нашей теме давай Да, завершим, и давайте я тогда могу лучше там. на эту тему. Да-да. Мгм. Ну, а те переговоры, которые были начаты в 95-м, они не стали в 96-м, это не было продолжением тех переговоров? Нет, Вот тогда хасавюртовских. продолжение этих переговоров, они же тогда, когда, значит, по первому блоку было подписано соглашение, русские там, значит, взорвали своего генерала сами, так? А потом сказали, что нельзя, Роман. и не стали, Романова, да. И они не стали дальше вести переговор, обвинили чеченскую сторону и снова начали войну тогда. А это было как бы вот продолжение этого, вот этому. Вот уже тогда, вот уже 3 марта первый президент Джагар Дудаев вместе со всей организованной воинскими частями вошли в Грозный. 3 дня держали этот Грозный полностью. Взяли все, значит, какие можно трофеи, не стали там, значит, делать вот это, и вышли оттуда, чтобы снова подготовиться. Это был процесс, который потом был полностью подготовлен, и уже 6 августа снова вошли. Вот что это было. Аслан? Баркалай, Дересуль. Так, вот здесь FG, вопрос. Аят Аслан Маш Довышу, Дересала Маша Оль, приходите свободными. Аят, русские ничего не умеют производить, создавать. За всю их историю, все технологии в России и за границей. Как этой химере удается выживать? Ну, как этой империи удается выживать, так я понял, да, тебя? Но дело в Да. том, что империя, она еще с царских времен была, потом она стала коммунистической империей,
она продолжала снова действовать. И главное было вот в том, что она не могла обеспечивать, как другие вот западные страны обеспечивают свой народ, значит, необходимыми, значит, условиями для того, чтобы он мог развиваться. Фактически. И когда вот эти во власти сидящие люди, ну тогда, и потом, эти люди практически обогащались сами, а народ же держали как быдло. То есть они с ним не считались, с этим народом. А когда народ начинал возмущаться, вел какие-нибудь там, значит, ну, шествие или движение, противился. И они тогда находила, это Москва, скажем, вот тогда империя всегда находила раньше, а потом и затем она находила причину для того, чтобы перевести стрелки на других. Она нападала на другие страны, говорила, вот на нас нападают, вот нас вот так вот убивают, нас хотят разбить, это не мы. Вот как сейчас они напали на Украину, говорят, это не мы, это все делает, значит, Запад, это делает Америка, во всем они виноваты. Сейчас они сами напали на нашу республику, во всем обвиняли, что мы виноваты. Когда, значит, они в 99 году, 17 июля, снова потом напали на нас, а Мгм. после этого только 6 марта Басаев со своим отрядом пошел в Дагестан, потому что дагестанцы просили его туда прийти, так? И тогда на весь мир начали обвинять снова нас. То есть у них вот такая методика, то им нужно все время передавать стрелки на других, сказать, что это не власть виновата, а виноваты то ли вот эти вот, что страны, которые вокруг находятся, или какие-нибудь народы внутри этой империи. То есть это власть, которая держится на обмане и штыках. Вот поэтому им так удается это все делать. Они поэтому вот так и расширились. Вот эта вся территория СССР, а нынешняя, которая осталась РСФСР, это все территории, которые были захвачены под имперским лозунгом. Имперским. Вот поэтому они так им удается. Эти империи были и в прежние века, и другие были империи, не только российские. Но это как бы последняя империя. Ну вот то, что хочу сказать об этом. Мгм. Полоска, гущаться на БРТ, Джимми, если можно подвинуть. Видео. Ну, да? Чуть и я. Не, сам телефон чуть-чуть подвинуть. И полоску бегущая, вот так, да, еще чуть, да, Да, да. вот так, да. Хорошо. А, вот, знаете, у меня вот сложилось, вот сейчас особенно, наблюдая за войной в Украине, и что вижу, что ФСБ разожгла эту войну, все переложила на военных, и военные теперь должны тянуть эту лямку. И тогда то же самое было, и было заметно, что когда там идут боевые действия, когда нужно совершать преступления, убивать людей, вперед выдвигает ФСБ военных, после того, как все нормализуется, все приходит в ФСБ, и они там уже начинают, когда уже ответственность нести не нужно, они выдвигают, уже сами уходят на передний план. То есть пользуются теми достижениями, которые там армия достигает. И, например, этот генерал Лебедь, который остановил эту войну фактически и представлял военных. И как вы считаете, вот то, что сделал генерал Лебедь, и потом его подозрительная смерть, или некоторые утверждают, что это было умышленное Но убийство его, могло это быть связано? здесь было еще вот в чем дело. Генерал Лебедь на этих переговорах, которые были в Хасавюрте, видимо, там я часто разговор слышал, что он может стать президентом, и потом все это решить, 2000. То есть под каким-то соусом там они сумели, значит, наши должны были здесь не совершать эту ошибку, но эта ошибка все равно не имела никакой последовательности юридической, потому что это было только для вывода российских войск. А сам генерал Лебедь, он не был таким, как он себя рисовал. Он был против нас.
Он говорил, я воспитаю 50 тысяч волкодавов, и всех вас там разобью, и все такое. А другое дело то, что Лебедь был значит, конкурентом на выборах Ельцину. И тогда Мгм. они его, как бы, значит, решили отдалить подальше и туда отправили, а затем он-то мог потом и в любом случае, потом, когда выборы были очередные, мог бы выдвинуться и мог победить. Вот поэтому они его и брали. Конечно, только в этом мы считаем, я считаю, и многие, которых я знаю, людей, и тогда именно так и воспринимали вот так его гибель. Лебедя. Мгм. Ну, фактически он пытался спасти своих военных, своих коллег, а потом уже как бы конкуренция, политическая конкуренция и политическое И он там убийство. делал, он для карьеры все это делал, вот это все, только для карьеры. Ага, Вот это все. прийти к власти. Поэтому, да, Ельцин, когда подписывали уже а, вот этот договор о мире с Майей, с этим, с Масхадом, президентом уже новым, тот он взял там, Мгм. вычеркнул вот это Хасыд соглашение, убрал он. Хотя они были на пользу России, кстати, в целом, да? Мгм. Эти он взял и вычеркнул. Это для чего? Для того, чтобы этот Лебедь туда не мог вообще претендовать на это. Вот так вот. Мгм. Бахал. Вот когда закончилась война, начались переговоры, они долгое время шли, по-моему, последний оккупант только в 90 начале 7-го вышел, да, можно сказать, 1 января, можно сказать, или 31 там, декабря 96-го ушел. Какого ваше было ощущение? Вы что ожидали? Вернуться, не вернуться? Война закончилась. Что вы думали? Была ли эйфория, радость? Ну, она была, но вообще в целом, что вот теперь нужно Не, радость, созидать. да-да. Радость, конечно, всеобщая, всенародная была, так? Но дело было в том, что после того, как подписали вот договор с Россией, договор о мире, после этого Россия должна Мгм. была там нам остановить, значит, открыть возможности, чтобы мы могли практически, значит, восстанавливать свою республику, а разрушенные, почти Мгм. полностью разрушены, до основания разрушенные города и селы, они бросали эти бомбы, они бросали эти ракеты, обстреливали самолетами. Ну, что только они не делали, вот мы видим в Украине, что они делают. Они еще более жестче относились к нам. У нас же не Да-да. было, что вот стрелять вот их. У нас не было ничего. У нас такое стрелковое оружие, и где-то там где-то там было 1 или 2 танка, которые оставили, они когда уходили, ну, такое для ремонта, может быть, больше, чем 2. Так что в этой ситуации мы видели, что они делали против нас, и тогда они не помогали, хотя были встречи, я знаю, одна, вторая. Об одной встрече я был, тоже участвовал в Владикавказе, когда мы встречались с премьер-министром Примаковым, Масхадов, я там и другие наши люди встречались с их делегацией, так? И там обсуждали все эти вопросы, они должны были в этом плане как бы договариваться, что они откроют нам возможность. А у нас получалось, что никаких возможностей нам не говорили одно, а делали другое. То есть народ был вообще блокирован со всех сторон. Мы не могли выезжать куда-нибудь. Если вот мы ехали, вот я помню, на переговоры, то в Москве, когда мы заходили в аэропорт, нас заводили в какую-то клетку, как в тюрьму. И не мы сидели все там из Грозного, так? А все остальные, пока люди не пройдут, смотрят как на зверинца. Это было унизительное это отношение, подлое отношение этой империи. Она настолько подла, вот ужас один. А после этого, когда все это свершилось, так, и э, в России там, значит, через твоих ближневосточных этих друзей, лидеров так, или руководителей, которые на исламские государства были, по сути дела, народ там был религиозный, а эти сидели как бы во главе и религию поддерживали для того, чтобы себя сохранить, как будто бы эта власть пришла от Бога Всевышнего.
И вот они через них начали засылать нам, они еще раньше засылали, еще до окончания этой войны, присылали нам целые группы разных этих пропагандистов, которые устроили нам там противоречия на религиозной основе. То есть говорили, что вот чеченский народ, чеченцы, они никакие не мусульмане, они еретики, наоборот, что они не соблюдают то, что должен был соблюдать. И начали параллельно в каждом селе, к примеру, да, вот есть какая-то маленькая мечеть, они в соседней части села там открывали свои мечети, как будто бы там мечеть не такая. И такими процессами они начали по возможности давать людям мешок муки, там, мешок сахара, мешок там еще чего-нибудь. А власть ничего не могла сделать, наша власть, фактически. Вот мы оказались в таком состоянии, и мы ездили, например, я тоже ездил в разные места, в зарубежье, везде бывал, видел, что вот, допустим, на границе с Россией были огромные ангары, в которых были товары и продукты для чеченского народа, которые тогда собрали они. А Россия их не пропускала, говорила, вот давайте нам. А те знали, если их отдать, что они нам это не отдадут. То есть мы оказались в вот такой блокадной ситуации. И тогда уже после этого, 17 июля, я уже говорил, они вторглись снова в север на нашу республику и начали снова бомбить, и снова начали вот эти вот все дела устраивать. И тогда вот собрался Госкомитет обороны, помню, это было где-то в декабре или ноябре, вот сейчас дату мне сегодня как это, надо уточнить это. Да, было несколько таких совещаний, поэтому на одном из совещаний решили за рубеж послать людей, чтобы они работали над признанием нашего государства и изобличением всей той лжи, которая против нас ведет российский Кремль, Россия. И вот так вот был я направлен сюда для работы, и со мной были еще другие люди. И мы, когда приехали сюда, обнаружили здесь внизу некоторых людей, которые здесь пытались действовать от нашего государства. Они и сегодня здесь пребывают, эти люди, и им вторит, и им помогает сегодня это, значит, Россия. Они под их, как говорится, колпаком действуют здесь. Мы об этих людях много говорили, я не буду сейчас повторяться. И вот такой ситуации отряд Басаева, Шамиля Басаева, добровольческий отряд, по просьбе этих дагестанцев пошел в горы, вот Чабан-Махей, Карамахей, туда, и там пробыл где-то неделю и вернулся назад. Там погибли наши люди. Оказывается, это была подстава. Но это стало тем, что Россия стала заявлять, что чеченская республика напала на Россию, Ичкерия, что напала на Россию. То есть, оказывается, они, которые вошли на нашу территорию уже в 17 или бомбили, и не было ничего такого, чтобы говорить, что мы говорили об этом, никто ничего не воспринимал, а Россия по всему миру, по всем их посольствам, по всему миру обвиняла нас в том, что мы, оказывается, напали на Россию, и это раскрывает ей очередную возможность, в смысле, напасть на Чеченскую республику. Это то же самое, что они делали против Грузии после этого, потом против Украины в 2014 году и в 2022 году сейчас, что делают против Украины. Вот такая ситуация, вот так было, Аслан. Можно ли сказать, Аят, что Россия, понимая, что будут у нее большие потери, когда они вошли, заняли, наши бойцы заняли Грозный, блокировали всех этих оккупантов, что они вышли и они не останавливались, как так сегодня это называется, гибридная война, что они продолжили эту войну уже гибридными методами, внедряя там религию, внедряя там раскол, покупая, дискредитируя, убивая и так далее. Можно и так сказать? Да, конечно, конечно, а так и было на самом деле. Они даже когда поздравляли нас, нашу страну, когда мы провели выборы в январе 97 года, так? Они даже тогда поздравляли. Это наши выборы подтвердили ОБСЕ,
подтвердили около 200 наблюдателей разных стран, подтвердили, что эти выборы прошли честно и нормально. Есть даже документы по этому поводу. Но несмотря на это, они устраивали вот это. Я могу сказать только одно, что чеченский народ пытается сохранить себя в этом мире, а не оказаться, скажем, под этой империей. Мы хотим мирно жить, и такие предложения мы делали много раз с разными странами и в разных местах. Тогда там для этой цели много раз выезжали, говорили и не уходили от основы нашей государственности, что наша страна – это есть суверенное и независимое демократическое государство. Но в последующем этому делу стали придавать какие-то силы появились, которые надо дали придавать изнутри нашей так называемой агентуры или религиозный фанатизм, который говорит, что это нам не надо, что это мы не будем делать, это не будет и все такое. Эта работа сейчас тоже происходит. Против этого сейчас на Западе действует президиум правительства. Мы участвовали в этих договорах, которые Киев в 22 году признал, что наша территория Чеченской Республики оккупирована, и осудили геноцид чеченского народа. В этом направлении нам надо действовать и сейчас, как и в прошлые времена. Если не будет, когда нас направляли сюда для работы в зарубежье, то все эти войны, командиры всех направлений, которые готовы были умереть за свою родину там, они тогда говорили тоже, что мы создали свое государство по праву. Почему они на нас нападают? Ошибка в том, что нам необходимо сделать так, чтобы остальной мир признал наше государство. И если не будет этого признания, нам не на что будет опираться, снова война и война, а Россия нас будет во всем обвинять. Вот мы сегодня это видим. Вот такая ситуация, Аслан. Баркал. Друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы. Аят Эдигов, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственного легитимного органа власти чеченского народа. Вы можете в ТикТок задавать вопросы. ТикТок смотрит, но молчит пока. И также можете принять участие. И в YouTube также можете писать комментарии. Сейчас по поводу сегодняшней ситуации в Украине тоже интересно. Сейчас там формируются разные бойцы, которые занимаются, воюют, некоторые погибают, много разных подразделений, там по некоторым данным 3 или 4 тысячи бойцов, чеченцев в разных, там в теробороне, разных других в структурах Украины. Как вы считаете, эти люди могут объединиться в единый, как у нас, как демократия, да, военная часть и политическая часть? Власть должна быть разделена, и у одних, не у военных, не у политиков, она быть в одних руках. В этом я понял. Да, наши люди, как сказал первый президент, когда ему задали вопрос, как нужно ли остановить войну против России, он сказал, каждый чеченец, в какой бы части земли, в любой части земли находясь, должен бороться против империи, там, где он находится, и бороться за отстаивание нашего врага, за закрепление нашей государственности. В этом плане все наши добровольцы, которые находятся в Украине, это тоже большинство из них это понимает, я так уверен в этом, так? Но в то же время в этом отношении, как то, что мы сейчас говорим с тобой, вот эти вопросы здесь, они здесь поднимают, они воюют там, они помогают в составе украинской армии ВСУ, они воюют и приносят тот вклад, который необходим для победы, потому что победа – это наша общая победа, победа Украины, я имею в виду. И есть те, которые, конечно, и те, которые от этого отходят и ведут себя как-то иначе. Есть те, которые хотят возглавить вот это все движение, которое есть, этих воинов, которые есть в Украине, наш возглавить, и якобы, значит, они там создают какие-то армии, все это такое. Но это, конечно, это их фантазии. Сейчас
без создания, без признания нашего государства, имея значит, договора по этому поводу, какие-то армии там создавать, это что-то лишнее, которое невозможно. Но они могут быть отрядом, они добровольцы, они чеченцы, они пишут об этом. Но то, что они делают и говорят в этом направлении, о защите наших государств и освобождению территорий, нашего суверенного и независимого демократического правового государства, это верно. Вот все, кто этим будет заниматься, это верно. Только на этой основе мы сможем в будущем и сейчас можем восстановить свое государство. На всех других основах, которые некоторые здесь предполагают, Кавказский Эмират, Горскую республику или еще какую-нибудь там республику, все это все блеф, который фактически не входит в современное международное право. Наша республика создала свою республику в рамках современного международного права. Все, что за пределами, это что было раньше или что сейчас хотят кто-то что-то сделать, обманывая наших людей, это все обман, потому что после того, как создадут, например, такое государство, надо считать, что ее кто-то должен признать. А кто признает такую республику, если она, или они как хотят создать Эмират Кавказ, или другую, то есть, которая не в рамках международного права. Или они считают, что им это удастся сделать. Фактически люди, которые об этом говорят, не понимают, о чем они говорят, и вот так вот будоражат такие, скажем, чувства у людей, которые как будто бы это можно сделать. Нет, это невозможно сделать. Мы же видим все, что происходит в мире. Мы видим, как вот эта война Иран, видим Украину, видим Грузию, видим в других местах. Мы должны понимать, что мы находимся сейчас на стадии, значит, деоккупации нашей государства, установления всей государственности. Все остальные разговоры, которые кто-то ведет против этого, это фактически они, сами зная того или не зная, работают в пользу Кремля. Если им даже скажешь об этом, они обидятся. Но на самом деле, проанализируя, они оказываются именно пособниками Кремля. Вот в чем вопрос, Аслан. К сожалению, да. Баркалай, Дейресроль, Эвджи, тот вопрос, который ты задал, на него Аят уже ответил, поэтому я его не стал зачитывать по поводу, сколько человек принимал участие в 6 августа. Так, Амин Умар Шейх, ассаламу алейкум, ночью вежери Аллах вези вол рейс хиришун. Ва алейк салам, Амин, Дейресроль, Масайна Хульван Дейрес. Так, здесь был комментарий. Так, только вы сказали правду, что религию чеченцам поставили в наказание за веру, свободу человека и гражданина на своей родине. Если религия, позволенная оккупантами России, то это религия Кремля, спрашивает Иса Ахмадов. Но здесь это, помните, этот президент тогда был, этот Медведев. Он говорил, мы больше не будем посылать наших людей учиться в арабские страны. У нас свой ислам. Вот он этими словами и сказал, у нас свой ислам. Он сказал, то есть все, собственно говоря, служители церкви, там, или мечети, или другие, все они были под контролем власти и служили этой власти. Вот поэтому так оно и есть. Баркал. Так, ищу комментарии. Здесь у нас наши хейтеры платные. Так. Нет вопросов, да? Сейчас еще.
Аслан, если нет вопросов, давай я скажу несколько слов о международной Да, такой. пожалуйста. Мгм. Мгм. Ну, мы должны наблюдать, конечно, за тем, что сегодня происходит в мире. И мы сейчас видим, какая вот, значит, ситуация складывается в Украине и с Россией. Мы видим о том, что какая ситуация складывается у Соединенных Штатов Америки и Ирана. И можно сказать о том, что ситуация, скажем, в России бомбит каждый день. Она по 10-15 ракет посылает, убивает украинцев. Она бьет по жилым зданиям, она бьет по общественным, там, по медицинским там, зданиям, так, бьет по местам торговли, где люди находятся. То есть они фактически убивают людей для того, чтобы заставить Украину, украинский народ сдаться, чтобы они подняли руки и сказали своей власти: давайте, сдавайтесь, нас убивают. Вот какую цель это есть, политика, возведенная в ранг терроризма вот, со стороны России. В ответ на все эти их удары ракетами, которые невозможно сбить, то есть у Украины нет таких ракет, вот Патриот, которые были ракеты, и 300 штук обещало, что Америка даст, потом Трамп отказал их предоставить, сказав, что отказ мало, мы не можем давать это. То есть, но в этой ситуации о чем можно говорить? Мы можем говорить о том, что какой-то ответ должен же, Украина же не может сидеть. Но здесь есть вопросы, которые связаны с тем, что сейчас Турция какое-то количество ракет и оружия будет давать, и дает уже Украине, так? Есть и другие моменты. Запад там, значит, придал где-то около 90 с лишним миллиардов долларов, так? И Украина каждый день, и вот сегодня, и вчера тоже бьет, они ударили уже аж на Комсомольск-Амуре. Представляешь, это там на Дальнем Востоке они ударили, и за 7 тысяч километров ударили и взорвали их там НПЗ. Но и потом и они бьют и ближе сюда, Ангарск, бьют, значит, в Орске. Вот такие ответы делает в ответ Украина. К тому же, значит, эти ракеты, которые накопила сама Россия, и при том еще к тому же Корея, Северная Корея дает им ракеты, вот эта ситуация складывается в это время, в эти дни. Теперь еще возникла еще другая, так сказать, ситуация. Оказывается, Трамп все время говорил, что вот-вот сейчас мы завершим вопрос с решением с Ираном, что Армузский пролив он освободит, всем даст проход там. А Иран заявил, как мы знаем, заявил, что вы должны признать свое поражение, никакой мы пролив не будем открывать. Теперь Трамп Мгм. находится в таком патовой ситуации, знает, что ему делать. С одной стороны, там такая ситуация, с другой стороны, здесь все такое, украинцам они не помогают. Фактически получается вот этот тандем, ну, эти страны, Россия, Иран, там, Корея, ну, скажем, еще, они как бы здесь начали требовать признания победы над Америкой, а, естественно, они будут требовать и победы над Украиной, и требовать сдаться Украине. Вот такая ситуация складывается, хотя украинцы, конечно, сдаваться не будут. И что им делать в этой ситуации, это вопрос тоже стоит остро сейчас. Есть такие предложения. Ведь Украина, она жертва нападения, агрессии, и она имеет право уже ударять по, скажем, не только по этим, ударять, как говорится, око за око, так, ударять по Да. всем их территориям, по всем их это, чтобы они почувствовали от своего народа ответ. А так, что они бьют по этим НПЗ, такие варианты вот предлагаются, разные вот здесь люди говорили, политики, блогеры, и в самой Украине такие вопросы встают. Вот такое положение на данный же момент.
И Украина не знает, чем отбиваться от этих ракет. Они каждый день убивают людей. Убивают, убивают, убивают. Россия сейчас села на свой конек, видя, что эти патриоты, если были бы, которые американцы им дали бы, они могли бы их избивать, и все это бы, как бы, значит, не было бы такого ущерба. Вот об этом я хотел сказать, Аслан. Мгм. Это да, тоже вопрос, я его и вам раньше задавал, но вот все, он в этом же направлении, в принципе, и движется все это дело. Украинские вооруженные силы не бьют по ФСБ, не бьют по Кремлю, и бьют вот по Wildberries. А есть еще Яндекс, есть, по-моему, Яндекс это называется, там какой-то там тоже перевалочный пункт такой, как этот Wildberries. А есть Озон тоже такой же. Да-да. И, ну, уничтожат они Wildberries по всей России. И как будто, знаете, такое впечатление, сейчас начинают нам объяснять, что это Путину принадлежит, что какому-то там Ковальчуку принадлежит и так далее, и так далее. Знаете, такое впечатление складывается, такое идет такая коммерческая война. Где-то вытесняют Валберис, загоняют туда, может быть, кого-то другого и так далее. Что вы скажете по этому поводу? Почему война такая, особенно на фоне войны Израиля, США против Ирана, когда видно, что именно по центру принятия решений, по голове бьется, а тут вот как-то странно это. Вам так не кажется? Но я думаю, что здесь связано с тем, что изначально Украина, украинская армия, украинский народ — это демократическая страна, хотя проблемы есть и в этом отношении тоже. В каждой демократической Конечно. стране есть свои проблемы. И поэтому она не била и не бьет по населению Украины, то есть России не бьет фактически. Но если где-то там Мгм. оказались люди, там, где они бьют по НПЗ или в другом месте, в военном месте, Случайно, если, да. да. А так, сейчас, видимо, вот этот уровень рассматривается, вот этот вопрос, что теперь они могут бить не только вот по Валдерсу, как ты говоришь, и по таким центрам, которые ты назвал, чтобы и по Мгм. таким центрам, чтобы российский народ тоже чувствовал. Это сейчас по Валдерсу бьют, ну да, там что-то они закупают, покупают, это их как-то касается, но не в полной мере, не в полной мере. То есть эти бьют полностью, убивают людей, украинцев, день и ночь, так? Стирают с земли города и села, а те сидят себе, значит, только по этим НДПЗ и все такое, и, мол, чтобы у них не было больше денег. На денег у них, как говорится, куча. Они вот продают свой золотой запас, снова, значит, Китай и другим странам, они продают запас свой золотой, и деньги у них есть, и будут. Они хотят победить, и тогда они снова, значит, за счет продажи своей нефти, газа снова накопят себе деньги. То есть их надо ж так сделать, чтобы Россия, значит, и сам народ российский понял, что это такое. А что в этой ситуации будет, неизвестно. Но я думаю, что вот они ищут этот выход. И я почему говорю про это, потому что я слышал несколько вот людей здесь высказывались по этому поводу. Что сейчас предпринять Украине в ответ на эту ситуацию, пока что неизвестно. Вот мне так кажется. Мгм. Баркал, да, пока рано делать выводы, но будем наблюдать, как говорится. И взойдет украинское солнце. Джохар Дудаев, истинный патриот Ичкерии, пишет нам Бандера с ником Бандера. И как вы считаете, некоторые говорят, что эта война продлится до 30-го года, немцы готовятся к войне 28-29 года, что будут с кем-то воевать, там готовят оружие. Как вы считаете, это продлится до столько времени? Просто как предположение. Ну, предположение такое, что вот Россия нацелилась на долгую игру, на долгую. То еще 3, Мгм. 4, 5, они же на 3 года снова там этот Путин заявил, что вот на 3 года они военный бюджет и все такое. То есть, но в долгую игру. И говорит, давайте поджимайте кошельки, поджимайте животы, все, война будет дальше. Он заявил этот Путин. А Мгм. для Украины, конечно, Запад тоже понимает, и они не случайно помогают. Но как-то вот разберутся. Я думаю, что это так не будет долго.
думаю, если будет еще год-два максимум, я так и думаю, должно быть, и дальше это все терпеть не надо. Тогда, если дальше это пойдет, это перейдет вообще очень опасную ситуацию. Как бы это не вылилось в ядерную войну, как бы это не вылилось, значит, походов, скажем, по захвату территории. Вот Россия никак не может захватить территорию Украины и все время сдерживает. А украинцы свободно могут зайти в эту Россию и захватывать города, захватывать их территорию могут. В принципе, там у них уже будет зависеть от той стратегии, которую они будут воспринимать, от этого зависит. Но нацелено они на, по крайней мере, вот то, что Путин заявил там, но это может быть сделано для того, чтобы Украина согласилась сдать им свои территории, но это в принципе невозможно. Сдача – это значит полный проигрыш, это значит в будущем Украина будет полностью ими оккупирована, и, конечно, они постараются захватить Балтийские территории, Финляндию, и на Европу снова сунутся, да. А это здесь понимает. Но здесь, по-моему, понимают это не до конца, насколько мне известно. И сейчас они где-то обсуждают все это, снова говорилось вчера и сегодня, эти вопросы рассматривать снова, и они будут активизироваться, как они говорили. Вот. То есть европейские страны, независимо от самого, скажем, этого Трампа, они даже сейчас вот решили создать свою систему спутникового наблюдения, чтобы у них было их до 30 или 40, сейчас не помню количество, так, чтобы европейская была система, которая может, как и американцы, проследить за всей, скажем, любой машиной и любым событием на территории, скажем, Земли, куда они смотрят. То есть вот такие вот подвижки делает сегодня Европа, мы видим. Слав? Баркалая, Дейрейсволь, мы больше часа в эфире, как вы и просили. Мы больше около часа проводим эфир наш. И вопросов больше не имею. Если есть у наших подписчиков, задавайте, друзья, и либо давайте закончим наш сегодняшний интересный стрим. Вот Зубейр задает вопрос. Может, Европе выгодно, чтобы война продолжалась? Европе невыгодно. Невыгодно. Потому что она теряет уверенность в том, что она может сохраниться. Россия же пытается ее развалить, эту Евросоюз. А когда она развалит, то с отдельными странами будет договариваться, и все больше вот их объединений Европейского Союза, это как раз-таки опасно для России. Она пытается делать. А что она выгодна, это, как я понимаю, нисколько не выгодно, наоборот. Все, хорошо, спасибо. Дейрейсволь аят. Да, всем, друзья. Адик Дайлер, Машваль, всего хорошего, до свидания, друзья.